Доброе утро, Якутия! Мы снова просыпаемся. Желаем всем отличного настроения на телеканалах Якутия 24 и НВК Саха. С вами Катерина Винокурова. Не будем тянуть, давайте уже узнаем, что же мы сегодня для вас дружно подготовили. Ученые выяснили, на что тратят свой день люди всего мира. Оказалось, что больше всего они спят. На что же еще тратят, интересно, свое драгоценное время, узнаем сегодня в эфире. В Китае заработала новая биометрическая система оплаты услуг, а в Штатах животных трудоустраивают на работу. С осени в Якутске заработает интересный проект под названием «Школа-21». Узнаем, что это такое и как туда попасть. Ну а в конце эфира ждем в нашей студии спортсменов, один из которых выиграл золотые медали на соревнованиях, которые завершились на прошлой неделе в Челябинске. Что это были за соревнования, какие планы у спортсменов, узнаем, если будете оставаться с нами. Так что впереди море позитива вас ждет обязательно, бодрость и энергия. Энергию мы вам сегодня обещаем. Ну а что же готовит нам сегодня погода, давайте узнаем прямо сейчас. Итак, сегодня в центральных районах на 6 часов утра температура воздуха составила 13-16 градусов. В заречной группе 15-18, в южных 14-16, в Вилюйской группе от 12 до 15 градусов тепла, в Нижнеленских 14-15, в западных 14-18. В Колымо-Индигирской группе от 5 до 18, в Янских 8-12, на северо-западе 6-12 градусов. На 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила плюс 17, атмосферное давление 755 миллиметров ртутного столба, ветер юго-восточный 2 метра в секунду. Сегодня днем нам обещают переменную облачность, ветер подует северо-западный со скоростью 4 метра в секунду, а температура воздуха днем составит 25-27 градусов. Ну а это утро мы хотим начать, пожалуй, с главной новости минувшего дня. А так, вчера президент страны Владимир Путин заявил, что Ленский мост через реку Лену будет построен. Также здесь он добавил, что мост является одним из основных проектов реализации мастер-плана столицы республики. Эта информация прозвучала на встрече главы государства с выпускниками Высшей школы государственного управления РАН-ХИКС. Напомним, что объект позволит создать транспортно-логистический узел, в котором сойдутся железнодорожный, речной и авиационный маршруты, а также автодороги федерального значения Вилюй, Лена и Колыма. В 2020 году сообщалось, что объект планируют ввести в эксплуатацию в период с 25 по 44 год. Вам за внимание Дальнего Востока и Якутск в частности. Евгений Николаевич, я думаю, что Якутск уже лучший город в условиях вечной мерзлоты, потому что других таких просто нет. Это первое. Второе, мост, конечно, будем строить, да? Как у вас с правительством там по поводу моста? Ну, сегодня, по-моему, уже в экспертизу загружено, стоимость определена, там по поручениям Марата Шахерезяновича была корректировка проектно-сметной документации, стоимость упала до 130 миллиардов рублей. К слову, мы со стороны города все работы ведем. Конечно же, все якутяне давно ждут этого события и очень надеемся, что уже в ближайшем будущем мы сможем спокойно переправляться через реку Лену. Конечно же, все мы хотим, чтобы в будущем наш город был красивым, благоустроенным, современным. Что на этот счет думают горожане, давайте узнаем. Каким вы видите себе свой город будущего? Якутск? Да, Якутск. Надеюсь, здесь теплее станет зима. И что еще? Ну, пробок поменьше. В будущем цветущий, еще растет, еще культурный станет, все развивается. Так надо. Всех было хорошо. Город будущего.
чтобы все у нас было зелено, хорошие были дороги, как все, ну я как автомобилист хочу сказать, чтобы были хорошие дороги, были дорожки именно сделаны для спорта, и, ну, и чтобы он у нас цвел и был самый красивый город в мире. Пусть все эти пожелания непременно исполнятся. Но я напомню, что сегодня 5 июля, и в мире отмечают такие праздники, как День бикини, День механического карандаша и День разноцветных носков с пальцами. Какие же еще праздники сегодня отмечены в календаре, узнаем далее. 5 июля – День трудоголиков. По народному календарю, если сегодня жаркая погода, то начало зимы будет суровым и студеным, а если сегодня много комаров, то это к теплу. 5 июля 1439 года подписана Флорентийская уния – акт об объединении православной и католической церквей. 5 июля 1841 года английский проповедник Томас Кук открыл первое в мире туристическое агентство. Первую в мире групповую турпоездку он сделал безалкогольной. На специальном поезде 570 рабочих проехали по живописному маршруту между двумя английскими городками. 5 июля 1865 года создали секретную службу США. Это подразделение для борьбы с фальшивомонетчиками. 5 июля 1881 года открыли уникальную древнеегипетскую гробницу с захоронениями фараонов. Под Луксором обнаружили погребальную камеру с десятками саркофагов с мумиями. 5 июля 1946 года – день рождения бикини. Во время показа мод в Париже впервые представили этот новый женский купальник. До этого на пляжах женщины носили только закрытые купальники. Наряд назвали бикини по имени атолла, над которым ранее США провели испытания атомной бомбы. 5 июля 1793 года родился Павел Пестель, русский дворянин, декабрист. 5 июля 1802 года родился Павел Нахимов, русский флотоводец и адмирал. В этот день в 1857 году родилась Клара Цеткин, немецкая социалистка, борец за права женщин. 5 июля 1901 года на свет появился Сергей Образцов, советский театральный деятель, актер и режиссер, основатель театра кукол в Москве. В 1911 году 5 июля родился Жорж Помпиду, французский государственный и политический деятель, президент Франции. Именины в этот день празднуют Василий, Гавриил, Галактион, Геннадий, Григорий, Ульяна и Федор. Осенью в Якутске откроется кампус школы 21. Сегодня в нашей студии Светлана Сафронова, генеральный директор автономной некоммерческой организации школы 21 Якутия. И мы поговорим о том, что это такое, какие возможности получат учащиеся этой школы. Светлана, доброе утро. Доброе утро. Ну, что в ней такого необычного в этой школе, да? Какие ресурсы, инструменты будут предоставлены для учащихся? Школа 21 – это бесплатная школа программирования, где каждый желающий в возрасте старше 18 лет может получить востребованное в IT-сфере образование. Каждый участник школы, он может изучать цифровые технологии по самым различным направлениям. Их в школе 21 более 10. Это и алгоритмы, и графика, веб, мобильная разработка, сетевые технологии, искусственный интеллект, кибербезопасность и многие-многие другие направления. Школа базируется на 3 основных принципах. Первый из них – это персонифицированный трек. Каждый участник школы может выбирать для себя максимально удобное время посещения кампуса школы и в удобном для себя графике выполнять задания, работать над проектами. Почему? Потому что школа работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю и 365 дней в году. Ничего себе, бедные преподаватели. Такой принцип позволяет взрослому населению, каковым являются наши участники, от 18 лет, от 18 лет, да, максимально комфортно управлять своим временем, потому что есть другие дела, и тем самым безболезненно встраивать учебный процесс в свою обычную повседневную жизнь. При этом делать это они могут в очень комфортной, уютной атмосфере, потому что все кампусы школы 21, они по своей инфраструктуре очень похожи на современные крупные офисы IT-компаний. Второй принцип, на котором базируется школа
«Школа 21» — это уникальная методика, равный равному. К слову о преподавателях, в «Школе 21» нет менторов, нет лекций и нет оценок. Только индивидуальная и коллективная работа. Для того, чтобы справляться с заданиями и выполнять проекты, у участников есть сосед справа, сосед слева и Google. Такой подход, он позволяет участникам не только приобретать теоретические, практические знания в IT-сфере, но также развивать свои гибкие навыки, такие как ответственность, самостоятельность, которые сегодня очень востребованы у работодателя. Ну и третий принцип – это практикоориентированный подход. Участники школы буквально с первого дня обучения, причем это происходит уже на этапе отборочного интенсива, с головой погружаются в плодотворную рабочую среду и могут почувствовать себя уже настоящим разработчиком с первого дня, потому что с первого дня они уже пишут настоящие коды и работают над совершенно настоящими проектами. Ну и еще одна, наверное, важная такая составляющая школы технологическая – это собственная образовательная платформа с элементами геймификации, разработанными специально для школы 21. В процессе выполнения заданий участники повышают свой уровень, зарабатывают очки опыта и зарабатывают внутреннюю валюту школы, которые в последующем могут обменивать на крутой школьный мерч. Такой принцип, он позволяет воспитывать у будущих специалистов такие тоже важные навыки, как самостоятельность и ответственность. Светлана, ну вы сказали, что школа будет доступна 24 часа, да? Где будет располагаться? Если удобно по времени, да, то расположение? Школа находится, мне кажется, в очень удобном районе нашего города. Это улица Аюнского, дом 35, прямо напротив города, спорткомплекса «Триумф», рядом с студенческим городком. Ну и довольно удобная там и транспортная инфраструктура, ну и в целом очень благоприятная. Как вот проходит набор в школу? Интересно. Поступить в школу очень легко, это может сделать любой желающий, причем для этого не нужно абсолютно иметь какой-то опыт работы в IT-сфере или обладать какими-то специальными IT-навыками. По статистике, более половины участников школы 21 впервые вообще в жизни попробовали кодить именно в стенах кампуса школы во время отборочного интенсива. Заявка подается просто на сайте нашей школы, после этого нужно пройти 2 онлайн-игры, записаться на встречу и, собственно, дальше пойти на отборочный интенсив. Как здорово. Светлана, огромное вам спасибо за участие в эфире, за такую полезную информацию этим утром. И приглашаем всех телезрителей в школу. Да, приглашаем. Школу заявки уже принимаются. Нового будущего, наверное, да? Ну а мы ненадолго прервемся. Оставайтесь с нами. Продолжим. Доброе утро, коллеги. Последние новости к этому часу. С начала этого года на региональную горячую линию поступило более 24,5 тысяч звонков. На прошлой неделе были особенно актуальны вопросы поступления на военную службу по контракту, связи с военнослужащим, а также вопросы снабжения и бронирования авиабилетов в отпуск и обратно. Стоит обратить внимание, что дети участников спецоперации могут поступать на обучение по программам бакалавриата и специалитета на места в пределах отдельной квоты по отдельному конкурсу. Квота устанавливается в объемах не менее 10% от общего количества бюджетных мест по каждой специальности или направлению подготовки по уровням образовательных программ бакалавриата или специалитета. В Якутии с момента вступления в силу закона об едином пособии новая мера государственной поддержки назначена более 84 тысячам детям и 3060 беременным женщинам. Отделение Социального фонда России по республике перечислило семьям более 4 миллионов рублей по данному направлению. Для получения единого пособия необходимо подать заявление о назначении ежемесячной выплаты через портал госуслуг. Об этом проинформировала руководитель отделением Социального фонда России Марина Герман. Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста 3 лет. При наличии в семье нескольких детей такого возраста ежемесячная выплата может быть назначена на каждого ребенка.
С 1 января 2023 года ежемесячная выплата осуществляется в размере величины прожиточного минимума для детей, установленного в республике на дату подачи заявления. Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в течение 3 лет со дня рождения ребенка. Глава республики Айсен Николаев встретился с обладателем премии «Человек труда», директором оленеводческого промыслового предприятия поселка Юрин-Хая Анабарского улуса Романом Туприным. В ходе встречи они обсудили проблемы оленеводческого хозяйства. Роман Туприн внес свои предложения по улучшению условий труда, а также предложил учредить госнаграду для отметившихся работников. Сам Роман – потомственный оленевод с 28-летним стажем. Он отмечает, что своей наградой в большей степени обязан своим работникам, которые соблюдают здоровый образ жизни и неустанно трудится на благо стада. Это не моя заслуга, моих работников, которые династиями работают по 70, по 40 лет. Я удивился. Мне позвонили, что такой конкурс идет. И я своих оленеводов предложил. Я как раз в то время в городе был. Потом секретарша звонит, мы тут посовещались, говорит, с оленеводами, со своим коллективом, ну что тебя будем. Больше сотни мирнинцев собрались на стадионе «Триумф», но с целью не посоревноваться, а искупаться в пене под зажигательную музыку. Культурно-спортивный комплекс «Алроса» впервые провел для жителей алмазной столицы пенную вечеринку. Мы специально закупили 2 пенные пушки. В таких мероприятиях наше желание причинить добро всем. Здесь и дети счастливы, и родители счастливы, что их дети счастливы. Вообще сочно, мощно, все классно. Можно сказать, очень весело, потому что такого народу я никогда здесь не видел. 10 из 10. Очень классно, мне понравилось. Жители Якутска смогут немного передохнуть от жаркого лета. Так, по данным гидрометцентра, к середине этой недели ожидается понижение температуры, а уже с воскресенья вновь теплый воздух придет с Приморья и Казахстана. Отметим, что в этом году рекордная температура воздуха пришлась на село Барагонцы Усть-Алданского района. Там столбик термометра поднялся до 38 градусов. Что касается осадков, то в ближайшее время в центральных районах обильных дождей не ожидается. Ну, а по поводу осадков в этом году немного. Вот осадков немного, они так точечно идут. И большей частью, если вот наблюдаем сейчас на северо-востоке, осадки именно там, где лежит у нас фронт, поэтому там грозы, ливни разной интенсивности. Ну, а по центральным районам были, но, как сказать, они были редко, но метко. Если был, то хороший дождь. Вот. Поэтому, ну, пока в ближайшее время хороших дождей мы не ждем по центральным районам. Только местами кратковременные с грозой. Доброе утро, мы продолжаем. Теперь к новостям науки. В Китае запустили оплату ладонью. Система пока работает точечно в тестовом режиме. Подробности сообщает HypeBest. Авторизованным пользователям, чтобы провести оплату, просто необходимо держать руки над специальными сканерами. Они сейчас расположены на некоторых турникетах станций метро. А позже эксперимент распространят на офисы, торговые точки, кампусы, колледжи и рестораны. Технология, разработанная лабораторией искусственного интеллекта, сканирует как отпечатки ладоней на уровне поверхности, так и вены рук. Стремясь повысить эффективность и значительно упростить работу пользователей, мы делаем новые технологии более удобными для пожилых людей и доступными для людей с ограниченными возможностями, говорится в заявлении оператора проекта. Аэропорт Сан-Франциско взял на работу кота. Он пополнил команду животных-терапевтов, которые помогают пассажирам успокоиться перед полетом. В числе новых коллег кота несколько собак, кролик по кличке Алекс Великий и свинья Лилу.
сообщает Нью-Йорк-Пост. 14-летнего кота, поступившего на службу в аэропорт, зовут Дюк Эллингтон Моррис. У него большой опыт работы зоотерапевтом. Последние 10 лет кот навещал пациентов в больницах по всему городу, чтобы утешить их в трудные времена. Когда-то Дюк был бездомным черно-белым котенком, которого взяла к себе любящая семья и сертифицировала его как психотерапевтического питомца. На своей новой работе в аэропорту он, кстати, стал первым представителем семейства кошачьих. Я думаю, что многие знают, что коты все-таки имеют какие-то терапевтические свойства, часто нас успокаивают. И если у нас что-то болит, я думаю, многим знакомо, что коты именно на больное место обычно ложатся, к нам греют, как-то успокаивают. Ну а пандемия повлияла на память людей, так же, как и тюремное заключение. К такому выводу пришли ученые из Абердинского университета. Психологи попросили британцев назвать год, в котором произошли важные новостные события. Например, выпуск первых вакцин от коронавируса. Оказалось, добровольцы помнили события 2020 года так же плохо, как и новости 4-летней давности. Специалисты предположили, что во время пандемии люди, как и заключенные, потеряли способность отслеживать время. Хотя сравнение тюремной среды и ограничений, связанных с пандемией, можно рассматривать как крайний случай. Утверждают, что в обеих ситуациях есть сходство в степени социальной изоляции. А между тем, как сообщает The Guardian, более 1,3 миллиарда взрослых будут иметь диабет к 2050 году. Ускоренный рост заболеваемости ожидается в каждой стране и во всех возрастных группах. Согласно исследованию, опубликованному в журналах The Lancet и Lancet Diabetes and Endocrinology, это связано с учащающимися случаями ожирения. Новые оценки предсказывают, что количество заболевших диабетом с 529 миллионов в 2021 году вырастет до более чем 1,3 миллиарда к 2050 году. Ожидается, что ни в одной стране не произойдет снижение заболеваемости в течение следующих 30 лет. Эксперты назвали эти данные тревожными, заявив, что диабет опережает большинство заболеваний в мире, представляя серьезную угрозу для людей и систем здравоохранения. По словам авторов, пандемия усилила неравенство в отношении диабета во всем мире. А мы продолжаем тему медицины. Нашей традиционной рубрикой «Мой доктор». И сегодня расскажем вам про такое заболевание, как атеросклероз, и как от него защититься. Доброе утро! Сегодня можно услышать, что атеросклероз есть у всех. На начальных стадиях атеросклероз никак не проявляется. Считается, что появление неприятных симптомов свидетельствует о том, что процесс уже далеко зашел. Важно отметить, что атеросклеротические изменения подвержены практически любые артерии — аорта, коронарные артерии, сосуды мозга, артерии конечностей. Более того, редко когда атеросклероз страдает только один сосуд. Итак, атеросклероз приводит к сужению просвета сосуда и повышению артериального давления, стимулированию процесса свертывания крови, что повышает вероятность тромбоза, нарушению кровоснабжения органов и тканей. Факторы риска развития атеросклероза: повышенное артериальное давление, которое приводит к повреждению сосудистой стенки, повышение уровня холестерина в крови. При этом содержание липопротеидов высокой плотности снижается. Курение, накопление никотина и оксида углерода в крови приводит к повреждению эндотелия сосудов, сахарный диабет, нарушение функции печени, которая играет большую роль в липидном обмене, ожирение и гиподинамия, наследственный фактор. Основные причины смерти в мире — инфаркт миокарда, инсульта и ишемической болезни сердца — происходят из атеросклеротического поражения стенок кровеносных сосудов. Повышенное содержание холестерина в крови ускоряет развитие атеросклероза. Холестерин — это стирол, стероидный спирт. Он синтезируется всеми клетками и является важным структурным компонентом клеточных мембран. Организм с помощью печени вырабатывает около 75% холестерина. Остальные 25% организм получает из продуктов питания.
Атеросклероз – системное и опасное заболевание, которое существенно ухудшает качество жизни. Вылечить его нельзя, но можно с помощью изменения образа жизни и терапии существенно улучшить состояние здоровья и предотвратить прогрессирование атеросклероза. Чтобы вовремя обратить внимание на изменение состояния сосудов, надо регулярно проходить обследование и консультироваться с врачом. А в случае выявления первых тревожных симптомов применять комплексное лечение. Будьте здоровы! Мы продолжим тему здоровья, именно здорового образа жизни. И сейчас хотим рассказать вам про такой вид спорта, как керлинг. Этим видом спорта у нас в столице региона можно заниматься в новом спортивном комплексе, который был возведен и сдан в эксплуатацию в феврале этого года. Моя коллега Дарья Анкехова узнавала, насколько сложно заниматься керлингом, и расскажет, как можно записаться на секцию. Я, как хороший ученик, иду позади всех. Что мы делаем? Слайдеры надеваем. Это насадка, да, специальная? Да. Во, как раз. Все. Один, что ли, только? Да, один, ага. Вот на месте. Потом встаем обратно. А как же обратно? Я так не могу. Ну так делается. Это обязательно надо делать. Казалось бы, совершенно примитивно легкое движение сейчас вызывает массу сложностей у меня и, конечно, больше страха. Вы представляете, насколько скользит вот эта вещь? Это просто пластмасса. Произошло что-то невероятное, они туда укатились. А как это сделали вы? Ну-ка. Вы что так, делали? Вот видите, сзади таз. ногами отталкиваются от бортика. Прямо смотрим всегда. Отталкиваюсь и качусь. Да. И вы, когда катитесь, таз опускайте вниз. У вас таз вверх идет. У вас, говорит, таз вверх идет. Надо вниз опускать. Все, хорошо, Степан, слушаюсь. Итак, сели, встали и оттолкнулись. Что-то... Почему я падаю? У вас баланса нет, равновесия. Баланса нет, хорошо. И это врожденное или это можно приобрести? Это тренировать надо, все. Так, ну что, поехали? Сели, оттолкнулись и поехали! Да, таз опускайте, вот, примерно, да, получилось. Хотя бы не завалилось, дорогие друзья, это уже прогресс. Степан, так делаем. Да, сели. Села. Плечи ровные? Плечи ровные, ну вот вы видите отсюда, вы вот так сделали, вот криво же стоит. Да. Вот сейчас плечи неровные. Вот так ровные. Да, потом поднимаете таз вверх, чуть-чуть. Прямо смотрим, всегда еще поднимаем попу чуть-чуть вверх. Ногу чуть-чуть назад. Вот это назад. Вот. Да. Ой. Назад. Вот и вперед. Ой. Нет, подождите. Хорошо, это вот все с выпадами, это понятно, это долгая история, дорогие друзья. Давайте посмотрим вот те самые камни, да? Из чего вообще состоит этот камень, из чего он сделан, потому что многие думают, что он вообще легенький. Не, он весит 20 килограмм один камень. Ага. Тяжелый. Это гранит шотландский. Вот, 20 килограмм, дорогие друзья, действительно тяжеленный. Хотя вроде на льду кажется, что перышко покатилось. На самом деле нет, это действительно тяжелый. И сколько человек принимает участие в игре? Ну, если командная игра, то 4. А если парно, то там дабл микс называется. Женщина и мужчина. И вот те самые еще щетки. В принципе, для керлинга что нужно? Вот такая штучка, слайдер, да? Да. Нужен камень, 20 килограмм, и вот такая щетка. Подождите, а чтобы он ускорился, это что они должны делать? Перед камнем трение должны сделать. Сильное? Сильно, конечно. Весом все падают на щетку. И камень летит медленно. Просто. И вот слепуют они с весом. Давайте все-таки попробую резюмировать. И все-таки красивый выпад с этим камнем выполнить. Итак, то есть, сели. Стали, подняли. Не надо слишком. Вот. И вперед. И вперед. Так, опускаем вот так. И ловите, мальчики!
Вот так вот, дорогие друзья, действительно, мы ждем с нетерпением, когда у нас откроется еще несколько площадок, где керлингом можно будет заниматься вот в такой любительской форме. На самом деле это очень интересно, это очень, знаете, так как-то необычно, наверное, для нас. Ну и, конечно же, мы не перестаем говорить вам, занимайтесь спортом. Ну и, как говорится, при съемках этого материала ни одна Даша не пострадала. Даша, мы тебя ждем. Ну а приобщиться к спорту, здоровому образу жизни можно, конечно, будет проще, если спортивные объекты доступны для всех желающих. Еще одна важная составляющая здоровья – это чистая вода. В Якутске с вводом водоочистной станции жители уже несколько лет не имеют проблем с обеспечением питьевой воды, отвечающей санитарным нормам. Чего, к сожалению, не скажешь о некоторых других населенных пунктах, где качество питьевой воды, особенно во время ледохода, ухудшается. На помощь приходят фильтры для воды. О плюсах и минусах давайте разбираться далее. Воду можно очищать разными способами. В фильтре-кувшине, через фильтр-насадку на кран, с помощью фильтра для воды под мойку и фильтра на основе обратного осмоса. Итак, давайте разбираться. Самый простой и доступный вариант, не требующий установки, это фильтр-кувшин. Пластиковая емкость с установленным в нее картриджем. Водопроводную воду заливают в кувшин через воронку. Она проходит через картридж и очищенная попадает в нижнюю часть емкости. Чаще всего в фильтре-кувшине установлен угольный картридж, который очищает воду от крупных частиц – ржавчины, песка, ила, удаляет хлор и нейтрализует бактерии. Фильтром-кувшином удобно пользоваться. Его можно брать с собой на дачу или на природу. Картриджи недорогие и продаются во многих магазинах. Из минусов – кувшин фильтрует воду медленно – от 200 до 400 мл воды в минуту. И не очень качественно. Максимальный объем отфильтрованной воды ограничен емкостью кувшина от 1 до 4 литров. Картриджи нужно менять раз в 2-3 месяца. Еще один вариант проточной механической фильтрации – фильтр в виде насадки на кран. Вода проходит через картридж и выходит через отверстие в фильтре или через отдельный кран, который устанавливают рядом с основным краном. Обладает более высокой степенью очистки, чем фильтр-кувшин. Также он быстрее и позволит выпить стакан примерно через 25 секунд. Картридж нужно менять значительно реже, раз в 4-6 месяцев, а некоторые модели даже раз в год. Минусы. Насадка довольно громоздкая и может визуально портить интерьер кухни. А чтобы заменить фильтр, придется открутить насадку с крана и разобрать всю конструкцию. Проточный фильтр под мойкой – это стационарный фильтр многоступенчатой очистки, состоящий из 3-4 картриджей. Он монтируется к водопроводу под раковиной, наружу выводится отдельный кран. Хорошо очищает воду, обеззараживает и смягчает ее. Менять кассеты такого фильтра придется редко – раз в полгода или год. При этом некоторые модели можно сдать в переработку. Установить такой фильтр самостоятельно непросто, нужно вызывать специалистов. И, наконец, фильтр с системой обратного осмоса. Эта система очистки воды также устанавливается под мойку с выводом отдельного крана. Данный тип фильтра состоит из блока фильтров, мембраны, накопительного бака и крана для чистой воды. Сначала вода проходит через 2- или 3-ступенчатый фильтр, который защищает мембрану от крупных частиц хлора и растворенного железа. Затем через мембрану, которая очищает воду от 99% всех примесей и минералов, делает воду практически дистиллированной. После этого вода собирается в баке, откуда подается в отдельный кран. Фильтр обратного осмоса очищает воду от всех примесей, включая бактерии, вирусы, и делает воду мягкой. Такая вода не оставляет накипь при кипячении, а при мытье волос и тела не сушит кожу. Но система расходует много воды. Около 70% воды уходит после фильтра в канализацию, и только 30% попадает в бак для очищенной воды. Систему должен подключать к водопроводу профессионал. Замену фильтров нужно проводить 1 раз в полгода или год. Мембрану же необходимо менять раз в 2 года.
Ну а далее переходим к мировым новостям. Узнаем, что же произошло в эти дни в мире и за пределами нашей страны. Так, соленое озеро Юньчэн в провинции Шанси в Китае, также известное как Китайское Мертвое море, окрасилось в разные цвета и стало похожим на палитру художника. На кадрах можно увидеть, как водоем приобрел красный, розовый, темно-зеленый, фиолетовый и желто-зеленые оттенки из-за цветения водорослей и повышения температуры воздуха. Летом рост водных растений особенно интенсивен, что расширяет цветовой спектр и привлекает фотографов и туристов. А с приходом зимы водоемы возвращаются к своему обычному состоянию. А в Южной Корее прошел концерт под руководством дирижера-робота. Под его началом играло более 60 музыкантов. Все они специализируются на традиционных корейских инструментах. Подробности сообщает Reuters. Робота разработали в Корейском институте промышленных технологий, а его дебют состоялся в Национальном театре Кореи. По отзывам зрителей, движения робота были четкими и практически неотличимыми от тех, которые демонстрирует настоящий дирижер. Главным недостатком робота специалисты назвали то, что он не может слышать. Этот концерт показал, что роботы и люди могут сосуществовать и дополнять, но не заменять друг друга, сказал руководитель выступления. Думаю, что роботы вообще никогда не смогут заменить человека ни в любой другой сфере. А как сообщает CNN, дом Барби выставили для аренды на Airbnb. Объявление написано от лица Кена. Розовый особняк расположен над пляжем и может похвастаться панорамным видом, танцполом на открытом воздухе, пейзажным бассейном и шкафом с одеждой. Добро пожаловать в мой Кен-дом. Пока Барби нет дома, этим летом она передала ключи от своего Malibu Dream House, и моя комната может стать твоей на ночь, цитирует объявление CNN. Гости могут забронировать дом 21 и 22 июля бесплатно. Счастливчиков выберут с помощью конкурса. Проживающим разрешат забрать с собой желтые и розовые коньки и доску для серфинга. Dream House является частью рекламной кампании нового фильма «Барби» с Марго Робби и Райаном Гослингом в главных ролях, мировая премьера которого состоится уже 21 июля. Наверное, все-таки это мечта любой девочки из 90-х годов. Мы продолжаем дальше, чтобы быть на позитиве, бодрым и энергичным. Предлагаем вам начать это утро с зарядки. Можете скачать, кстати, наше мобильное приложение НВК Саха, оно обновлено, и выйти на улицу вместе с нашим тренером, сделать утреннюю зарядку на свежем воздухе. С мобильным приложением НВК Саха вы всегда будете в курсе всех передач, которые идут в прямом эфире. Доброе утро, дорогие друзья! Приглашаю вас присоединиться к моей утренней зарядке. Итак, ноги поставили на ширину плеч, колени мягкие, поясница расслаблена, плечи положили на лопатки, свесили вниз, макушкой с едва заметным усилием тянемся к небу. Сегодня у нас с вами суставная гимнастика. Суставы мы разомнем, начиная сверху, и постепенно будем опускаться вниз. Итак, наклонили голову, вдох, и на выдохе давим на голову, плечо оттягиваем в противоположную сторону, ощущаем, как тянутся мышцы шеи и плеч. В другую сторону вдох, и на выдохе давим, плечо оттягиваем, ощущаем, как растягиваются мышцы шеи. Хорошо, вдох, и на выдохе запрокинули голову назад, осторожненько. Хорошо, и выпрямили голову, вдох, и на выдохе опускаем голову вниз, давим ладонями на затылок, ощущаем, как растягивается задняя поверхность шеи. Если все нормально, можно голову осторожненько покрутить вправо-влево. Хорошо. Теперь поворачиваем голову
Вправо. За подбородок толкаем, за затылок тянем. Скручиваем голову мягко, без болевых ощущений. Ощущая, как скручиваются шейные позвонки. Разминаются в другую сторону. Вдох, на выдохе. Давим на подбородок, тянем за затылок. Вдох на выдохе. И дальше дышим свободно. Хорошо расслабили шею. Плечи крутим. Вверх, поднимаем почти до ушей. Вперед округляем спину. Назад соединяем лопатки. И в обратную сторону поехали. И сань, отлично. В противофазе вращаем плечи, ощущаем, как задействуются наши широчайшие мышцы. И в обратную сторону. И сань, хорошо. Вращаем руки в плечевом суставе. Начинаем медленно. Если нет никаких болевых ощущений, можно убыстриться. И в обратную сторону. Опять начинаем медленно. Если все нормально, можно чуть убыстриться. Хорошо. Кровь, прилившую к кистям, опустили. Теперь разминаем локтевые суставы вращением предплечий. Обратно. Хорошо. Вытянули руки вперед, вращаем кулачки. Разминаем запястья в обратную сторону. Хорошо. Порубили воздух расслабленно кистями и помахали кистями, как крылышками бабочки. Отлично. Теперь разминаем плечевой пояс. Вдох и на выдохе притягиваем руку к себе. И теперь колени у нас мягкие. Делаем повороты и растягиваем дельтовидные мышцы. Другая рука вдох. На выдохе потянули к себе и с поворотом. И сань, хорошо. Покидали руки вперед-назад. И давайте это упражнение мы совместим с дыхательной гимнастикой Стрельниковой. То есть на скрещивании рук мы делаем вдох носом, на открытии рук выдох ртом. Поехали. Молодцы! И теперь кидаем руки вверх-вниз, дышим свободно, ощущаем, как все раскрепощается в наших плечевых суставах и в плечевом поясе. Отлично! Закончили. Всем хорошего дня, будьте здоровы и счастливы! Доброе утро. Мы продолжаем. 5 золотых медалей первенства России по легкой атлетике для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата выиграли воспитанники Республиканского центра адаптивной физической культуры и спорта, студенты училища Олимпийского резерва Якутии Роман Ибрагимов и Эрсан Львов. Соревнования прошли в Челябинске, и более подробно о победе и дальнейших планах спортсменов мы сегодня будем говорить с Василием Аленовым, тренером сборной России. Он же является старшим тренером сборной Якутии, и Роман Ибрагимов, 4-кратным победителем первенства России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата в беге на 100 метров, прыжках в длину, внимание, метании диска, метании копья, член сборной России. Доброе утро, уважаемые гости. Здравствуйте. Ну, поделитесь ощущениями, да, вот на прошлой неделе, да, прошли соревнования, как вообще... Какие эмоции испытываете, да? Роман, наверное, первый вопрос к вам будет. Эмоции, конечно, очень рад. То, что выиграл все 4 медали, я ехал туда, настроен был на все 4 золота. Соперники достойные, конкуренция была большая, достаточно тяжело дали все 4 золота. Так, дальнейший план у нас вот чемпионат России будет, скоро едем. Уже скоро, кстати, да? Да. По-моему, в этом месяце? Да. Ага. Также готовимся к нему. Настрой тоже заряженный, боевой. А Эрсан, в свою очередь, что у нас? Эрсан у нас метатель. Он выступал в толкании ядра, занял 1-е место. Метание диска 2-е и метание копья 3-е. Он у нас метает с положения сидя. Это у нас спортсмены с поражением вот именно нижних конечностей. Вот, Эрсан тоже студент училища Олимпийского резерва. И тренируемся мы в Республиканском центре адаптивной физической культуры. Зимой в ЦСП «Триумф», летом на стадионе Туймады. Ну, как долго вот готовили, да, ребят? Вообще, насколько вот у нас условия, да, созданы для ребят с
пода, да, с поражением в нашем регионе в целом? В нашем регионе, вот по моим наблюдениям, да, вот мы ездим по России, общаемся с тренерами. В нашем регионе очень хорошие условия для занятий спортом, именно адаптивным спортом. Вот, как я сказал, зимой мы тренируемся в легкоатлетическом манеже Центра спортивной подготовки «Триумф». Летом на стадионе Туймада для нас есть сектор для толкания ядра, станки с положения сидя, где спортсмены толкают. И спортсмены готовятся круглогодично и системно. Роман, ну вообще расскажи, с каких лет, да, ты занимаешься спортом? Что тебя привело в спорт? Спортом я занимаюсь с 1 класса. В спорт меня привели родители, как бы. Вот. Такие вот значимые достижения мои начались, ну вот, грубо говоря, год назад. Год назад? Да, всего лишь. Ага, всего лишь. Ага. Ну, насколько вот тяжело, не тяжело далась победа, да, вот если вспомнить? Ага. Ну, конечно же, тяжело. Подготовка, вот все тренировки тяжело даются. Моментами бывает выгорание, но это как бы приходится перебарывать через себя. Конечно же, поддержка близких, тренера. А так, ну, в принципе, нормально. Мы вот как раз видим, да, Василий, можете прокомментировать, да? Это у нас прошел забег на 100 метров. В классе Т-38 Роман одержал победу. Здесь мы уже вот стоим на пьедестале. Я показываю цифру 7. 7 у нас в общем медалей, 5 золотых, 1 бронза и 1 серебро. Вот. Я очень горжусь своими ребятами. 2 спортсмена, 7 медалей, думаю, очень хороший результат для нашей республики. И следующие планы у нас на следующей неделе пройдут в МГ спартакиада по адаптивным видам спорта «Джулур». Тоже мои ребята все примут участие. И сразу после спартакиады мы едем на чемпионат России, проводим учебно-тренировочный сбор там же в Чебоксарах. И после сбора мы принимаем участие в нашем крайнем старте. Летние игры паралимпийцев тоже пройдут в Чебоксарах. Ну, какой жесткий график, да? Да. Ага. Роман, насколько вот тяжело совмещать, может быть, с учебой, спорт, все вместе, как успеваешь? Ну, в принципе, нормально. У нас училище как бы адаптировано под это, то, что к спорту, к учебе. Все как бы вместе, все складно. Ну вот подготовка была жесткой, да, ты сказал. Вот что можешь сказать о тренере, о Василии, насколько вот он строгий тренер, да, как вот подбадривает, ругается ли? Ну, в меру строгий, конечно же. Ну, в нашем спорте как без этого? Ну, конечно, поддерживает, когда сложно. Что-то вот не получается, конечно, подсказывает. Ну, потихоньку идем к высотам. Также вот, ну вот поделились, да, планами, а в дальнейшем вот что планируете, если вообще наперед смотреть? Ну, в дальнейшем Рома сейчас на данный момент в России у нас один из самых молодых мастеров спорта, наверное, кто именно претендует на медаль во взрослом чемпионате России. Потому что вот на первенстве России по результату мастера спорта у нас прошли где-то порядка 2-3 спортсмена. Среди них наш Роман. И мы надеемся, возлагаем на него надежды, на уже взрослом чемпионате России попасть в призовое место. Потому что на чемпионате попасть в призовое место – это обеспечить себе место в основной сборной России. То есть основная сборная – это уже где взрослые спортсмены, профессионалы, мастера спорта международного класса. Мы вот сейчас стремимся к данной цели. Ну а помимо Романа, кого еще вот вы готовите, возможно, да, к таким большим соревнованиям? У нас очень большая, серьезная команда. На чемпионат России у нас поедут 4-кратная чемпионка России Виктория Петрова, также чемпион России Яков Максимов, призеры чемпионата и Кубка России Саргалан Семенов у нас поедет, Никифор Анисимов и Иванов Григорий. Также у нас воспитанники Петра Николаевича Давыдова, тоже чемпионы России, Аял Сивцев и Василина Иванова. Команда у нас будет очень серьезная, все
нацелены завоевать медали. Да, мы знаем, да, не понаслышке, что команда у нас действительно очень сильная, да, всегда привозит медали, да, всегда, я не побоюсь сказать, самые лучшие, да, якутские спортсмены. Роман, ну а с каким принципом вот ты идешь по жизни? Наверное, у каждого есть какой-то свой девиз, свой настрой, да, вот какие у тебя? Ну, как бы, на каждой своей неудаче главное не останавливаться, двигаться дальше. Не в этот раз, так в следующий. Ну, как бы по вот этому принципу, как бы у нас и спорт, как бы выявление лучших. То есть Роман у нас уже успел пройти через неудачи и вот как раз-таки, да, заслужил, как говорится. Роман, Василий, огромное вам спасибо за участие в эфире, конечно. Желаю успехов, да, в Амге, в Чебоксарах, ну и в дальнейшем, да, и думаю, еще не раз увидимся в нашей студии. Спасибо большое. Спасибо. Ну а далее я передаю слово нашим коллегам из информационной службы. Слово Надежде Стаханской. Мы продолжаем освещать самые заметные события. Доброе утро. Мобильные доктора посетили 89 населенных пунктов 13 арктических районов республики с начала текущего года, где осмотрели взрослое и детское население. Пилотный проект арктической медицины основан на сочетании выездной работы врачей и дистанционных информационных технологий. Таким образом, на первом этапе доктора провели на местах первичные приемы и диагностические исследования. На следующем этапе началась работа с диспансерными группами пациентов. Сформирована база больных, врачи начали их динамическое наблюдение, в том числе с применением телемедицинских технологий. Первые результаты работы уже есть. В данный период специалисты продолжают совершенствование технологий диспансерного наблюдения за пациентами и планируют новые маршруты. Более 6,5 тысяч мест в СУЗы Якутии предусмотрено за счет бюджета республики. Напомним, приемная кампания стартовала 20 июня. Абитуриенты могут поступить на любую специальность СПО и подать неограниченное количество заявлений. В электронной форме можно отправить заявление до 15 августа через госуслуги. На специальности, где необходимы творческие способности, физические и психологические качества, прием осуществляется до 10 августа. Образовательные организации имеют право продлить приемную комиссию до 25 ноября. Вдали от центра, в незнакомом поселке, новый коллектив и ученики. Но это ничуть не влияет на учителей, которые намерены работать беспрерывно ровно 5 лет. Так, 22 педагога прошли отбор и стали участниками федеральной программы «Земский учитель». Всего на конкурс для участия в масштабном проекте было подано 132 проекта. Из них комиссия отобрала 22 педагога. Таким образом, по договору они получат по 2 миллиона рублей на улучшение жилищных условий. Напомню, что программа «Земский учитель» направлена на обеспечение педкадрами отдаленных и малокомплектных школ и реализуется 4-й год. Из нашей республики Саха и с республики Тыва очень много было заявок, но также есть и с других регионов, как Воронежская область, Новосибирская область и Бурятская. Обязательное условие наличия диплома по вакансии. И также есть критерии, как стаж работы, также категория. На местах обязательно должно быть условие для проживания для учителя. Это может быть общежитие для учителя. Нерюнгри готовится к юбилею Гавриила Чиряева. В столице Южной Якутии обсудили подготовку и проведение юбилейных мероприятий, посвященных столетию выдающегося государственного и общественного деятеля республики. В годы руководства Гавриила Иосифовича маленький поселок в якутской тайге был преобразован в город Нерюнгри. Введена в действие железнодорожная линия Тында-Беркакит-Угольная. Именно он провел ускоренную крупномасштабную индустриализацию экономики республики и создал новую отрасль промышленности. Предстоит работа не только по увековечиванию его имени, но и продолжение дел Гавриила Чиряева по развитию промышленности Южной Якутии. Напомним, вековой юбилей государственного деятеля республика отметит в 2025 году.
Мы обсудили вопросы касательно не просто вот обновления музейного фонда, не просто об истории рассказать, о жизни, деятельности, но о необходимости создать такую, скажем, инфраструктуру, которая бы, возможно, бы и работала для будущих поколений нюрнбергцев, вклад, который могли бы внести все и государство, и общество, и бизнес. Было предложено назвать аэропорт Нюрнбергского района имени Гавриловича Черяева. Очень большим энтузиастом это все восприняли, и мы надеемся, что таким планом, в том числе, мы тоже увековечим имя выдающегося сына нашего народа. Якутяне приняли участие на окружном фестивале народов России. Более 20 народов со всей страны собрались на местности Красная Пахра, чтобы показать уникальность народов и их единство. Национальные танцы и песни звучали со сцены фестиваля. Для якутян это было впервые. Они украсили сцену северными танцами, прозвучали якутские песни. Более того, было продемонстрировано дефиле национальных якутских украшений и натуральных меховых изделий. Каждому народу предоставлены точки, где участники встречали гостей, показывали национальные костюмы, вещи, рассказывали историю и традиции народа, а также угощали национальными блюдами. Сегодня мы здесь приготовили очень вкусную строганину из нельмы. Людей угощали омулем и муксуном. Также делали сугудай. Люди смотрели, как делают строганину из свежемороженой рыбы, и такие: вау, что это такое? Вот, пробовали, всем нравилось. Многие говорили: круто, спасибо, что показали такой простой рецепт и в то же самое время очень вкусный. К этому часу это все новости. Хорошего дня. Ну а на этом наш эфир подходит к концу. Завтра непременно подключайтесь к нам в прямом эфире, также через приложение НВК Саха. Завтра, кстати, вас ждет розыгрыш в кино, в кинотеатр «Центральный», поэтому будьте внимательны. Следите за анонсами в телеграм-канале «Утро Якутии». Ну а я напомню, что сегодня в городе Якутске днем температура воздуха составит 25-27, чуть прохладнее. Отличного вам дня и до завтра.